get the hell out of here. Сейчас будет.
Приветствие, приглашается команда ПТС, команда Уральца. Матч между командами ПТС и Уральца является открытым. Звучат гимны Российской Федерации и экспертных должностей. Матч судьи башкирской хоккейной лиги, главный судья Ильшат Кадыров и Андрей Давидов. Добрый вечер, уважаемые болельщики. Здравствуйте. Теперь и по средам будет радовать нас своими матчами Башкирской хоккейной лиги. И вашему вниманию представляется игра между башкирскими распределительными тепловыми сетями. Противостоит им сегодня команда «Уралец». Это депутаты Госсобрания. И очередной блестящий матч ожидает нас впереди. Практически перехватил здесь шайбу Антон Матрёнин, но помочь ему в этом моменте было, к сожалению, для уральца некому. Так, давайте разбираться обо всем по порядку. У нас завершился первый этап, так скажем, регулярный чемпионат. Да, если быть точнее, по-моему, эта игра у нас является крайней. По ходу регулярного чемпионата у нас распределились
игровые места. И вот по итогу второго сезона первые 3 места распределились следующим образом. Первое за командой акционерного общества «Транснефть Урал». Далее на втором месте УФСИН, и третье место почетно занимает акционерное общество БЭСК, Башкирская электросетевая компания, если так немного расшифровать. Теперь нас ждет впереди некий формат play-in, да, возможно, название не всем знакомое, но тем не менее поясню. Это мини-турнир после регулярки за право попасть в плей-офф. Ну, вот простыми словами, примерно так. И, соответственно, уже, я думаю, что на следующей неделе мы начнем разыгрывать плей-офф. Согласно информации, которая имеется у меня, что касается вот именно вот этой части play-in, то у нас пройдут 2 игры 17 марта. И вот пары должны на днях определиться. Там в 17:00 и 18:30. По Уфе нас ожидают эти 2 матча. И первое взятие ворот, суд, представление и озвучивание хода в рамках БХЛ. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Отчетливо вижу, что забросил шайбу Денис Ахунов. Да, нет, 7-7. Еще раз на повторчике. Альберт Нанегулов. Да. Все верно, автор первого взятия ворот. Про чемпионат немного рассказал. Давайте составами закроем вопрос после. Альберт Минигулов, автор взятия ворот. Мы это проговорили. Здесь у нас свисток судьи, я слышал отчетливо. Представим команду «Уралец». Они на правах гостей сегодня выступают. Рустем Ахунов, 11 номер ворот уральца. Далее полевые игроки. 6-я Юлия Краснова, 8-й Александр Меркулов, Егор Попов 9-й, 10-й Иванов Сергей, Григорий Долман 12-й, 21-й Альберт Газизов, 24-й Камиль Ахунов, Антон Матрюнин, капитан команды номер 29, Венер Галиакбаров 47-й, Андрей Тарасов 55-й, Олег Кузнецов 73-й. Борьба, но шайба остается по-прежнему за РТС. Хороший настрой, кстати, у тепловых сетей сегодня. И вообще крайняя игра до этого мне их понравилась. Конечно же, поговорим с вами и об этом. Дмитрий Максимов в составе «Уральца» 78-й, Ильдар Сафин 85-й, Кирилл Ивлев 91-й и Степан Полянский играет под номером 99. Составом «Уральца» завершили, по крайней мере, часть представления. РТС. РТС пока был в атаке. Давайте под остановочку. Составами: башкирские распределительные тепловые сети. Ворот Вадим Вильданов, номер 1. Полевые игроки: Никита Орлов 8, Андрей Чернов 10, Руслан Латыпов 12, Денис Ахунов 17, Виктор Воздвиженский 18, 21 Матвеев Даниил, 28 Фролов Михаил, 47 Кадал Олег, 68 Артур Давлетов, 69 Альберт Гаянов, 77 Альберт Минигулов, под номером 78 играет у нас Филатенков Виталий, 83 Харитонов Александр, 88 Эдуард Вахитов и 99 номер в составе Баш РТС это Илья Макурин. Минигулов отличился у нас уже одним взятием ворот. Ну, наверное, все только начинается, дорогие друзья. Давайте пристально теперь последим за хоккеем. Разыгрался у нас регулярный чемпионат. Да, победителя я вам озвучил на прошлых играх. Вручили тот самый заветный кубок команде «Транснефть Урала». Ну и уже по результатам плей-офф также будет выявлен победитель. Это второй этап именно плей-офф.
Отдельно интересно будет посмотреть, как команды подойдут вот именно к этой части игрового сезона. Потому что мы все понимаем, что в регулярке как бы тоже понятно, да, и разыграли кубок и так далее, нужно проявлять себя по ходу. Но вот в плей-оффе возможно некоторые какие-то изменения. Допустим, мне приятно наблюдать за командой Баш РТС, как они проводили свою крайнюю встречу, да, и я вижу, что все-таки коллектив, он как бы готовится, да, потихонечку к плей-оффу. 10 марта играли они с коллективом Бэск, обыграли со счетом 7-4, добивания нету, Минигулов того гляди на дубль. Ты мог и пойти, где шайба у нас? Шайба под Рустамом Ахуновым, надежно зафиксирована. 7-4 обыграл Баш РТС коллектив Бэска. Отличился хэт-триком Андрей Чернов. Там что-то из разряда невероятного, насколько я помню, было. Ну, просто Чернова было не остановить в той игре. Также забивали Альберт Минигулов, Никита Орлов, Воздвиженский Виктор и Александр Харитонов. Удивлением было для меня, когда вручали как раз-таки тот самый заветный кубок Транснефти, что именно в этот день бросок добивания и снова Минигулов. Это дубль уже Альберта. Как классно здесь разыграли, да, коллектив РТС. Давайте посмотрим еще раз за этим моментом. С правого фланга Филатенков, казалось бы, выходит на центр, бросает. Здесь, конечно, Ахунов справляется. И вот второй бросок был уже с левого фланга. Наносил его Никита Орлов. И здесь Ахунов тоже справился с этим броском. Но вот уже после, так скажем, второго темпа этой атаки именно щелчка Альберта Минигулова. И Никита Орлов, номер 8. Шайба номер 8. Альберт Минигулов, номер 77. С щелчком Альберта Минигулова справиться Ахунов уже не смог. 2-0. Илья Макорин. Тарасов от уральца как-то все-таки нужно здесь реализовывать. Нужно здесь реализовываться. И вот попытка, может быть, уже сейчас можно забросить. Снова Тарасов, номер 55. Очень плотно начинает первый период коллектив тепловых сетей. И здесь, честно говоря, не позавидуешь уральцу, да, пока они просто не понимают, собственно, что можно здесь предпринять. Другое дело, сколько в таком темпе сможет играть тепловые сети. Один период, полтора, может быть, да, как потом силы нужно рассчитывать. Матрёнин подключается к борьбе. Меркулов. Ахунов. Дальше. До лицевого борта. Вот как раз-таки возвращаемся к разговору, что коллективы настраивается на эту игру именно к плей-оффу в рамках подготовки. Настрой абсолютно у всех боевой. Я начал рассказывать, что 10 марта вручили Транснефти кубок регулярки, но также еще проходила встреча, где играла башкирская генерирующая компания и Транснефть Урал. И не совсем мне было понятно. В общем, там БГК обыграла Транснефть со счетом 7-2, преимущество 5 шайб. И
Для меня, честно говоря, было это каким-то таким удивлением, да, по-своему, как лидер турнирной таблицы может уступить команде, которая на тот момент на 5-м месте. Шел коллектив башкирской генерирующей компании. Ой-ой-ой, нету взятия. Филатенков здесь подъезжает к рефери. Есть какие-то вопросы у капитана команды тепловых сетей. Давайте посмотрим на повторе. Этот момент Чернов прокатывается за ворота. Несмотря на то, что находился коллега там у Виталия Филатенкова. Это, возможно, нет, не будут смотреть никакой повтор. Судейские судьи. Сразу мы уже переносимся на точку выбрасывания. Так, ну и можно, наверное, обратиться к турнирной таблице. 5 минут до окончания первого периода. Конечно, регулярка у нас закончилась, но тем не менее, как мы говорили, Транснефть на первом месте, УФСИН вторые, БЭСК третье, БГК у нас идут на 4-м месте и замыкает уже всю эту шестерку как раз-таки коллектив Уральца и Башар-ТС. У Уральца по ходу регулярки проведено 14 игр, в которых в 3 из 14 удалось одержать победу. Забитые пропущенные шайбы 38 против 81. Башар ТС 14 игр, 2 победы, 25 забитых, 67 пропущенных шайб, 7 очков в зачете коллектива Башар ТС. Да, колоссальное давление, конечно, сейчас на Рустема Ахунова. Очень много бросков от тепловых сетей. 2 шайбы уже пропущено. И пока мы видим, что Уралец ничего противопоставить этому, к сожалению, для своих болельщиков не может. Крайний раз Уралец встречался с коллективом УФСИН, да. Напомню, что УФСИН на 2-м месте. Был неплохой бросок Ахунова, но на месте тезка Дениса Рустем Ахунов, вратарь Уральца. — 10 марта Уралец проводил встречу с УФСИНом 3-2 в пользу управления Федеральной службы исполнения наказаний. Завершился этот матч. В целом мне очень понравилась игра, да, и вот, опять же, что-то было из серии как БГК. Хорошая атака тепловых сетей, Ахунов фиксирует. Что-то было похожее. Вот в этот день как-то звезды, наверное, сложились иным образом, чем обычно. Потому что я впервые увидел, что башкирская генерирующая компания обыграла Транснефть Урал, причем с приличным счетом, да, 7-2. И вот, вы знаете, также хотелось бы отметить игру Уральца в этот день, потому как, располагаясь на 5-й строчке турнирной таблицы, они играли с УФСИНом, который на 2-м месте, и по факту плюс-минус игра была равная. По периодам 0-0, 2-0 в пользу УФСИНа и 1-2 в итоге. Под занавес смог отыграться Уралец. Есть взятие ворот, подтверждает арбитр. И крупным планом на ваших экранах капитан команды Уралец Антон Матрёнин оформляет это взятие ворот. Смотрим еще раз на повторе. Матрёнин откатился, казалось бы, правее. Никого из партнеров не увидел, несмотря на то, что Матвеев
и Ахунов рядышком находились. Да, но все сделал сам здесь Антон. Наверное, самое правильное, оптимальное решение принял Антон Сергеевич. Бросок с отрицательного угла практически уже рикошетом от Вадима Вильданова. Шайба все-таки пересекает синюю линию створа ворот тепловых сетей. Счет матча становится 2-1. 40 секунд нам еще играть в первом периоде. И здесь опять шайба от РТСа. Ждем повтора от нашего режиссера. Так. Ну, то уже из серии впихнуть невпихуемое, наверное, да, сейчас был заброшен этот гол. И, ну, по факту и свои здесь в том числе помогали. В частности, Камиль Ахунов. Но гол будет записан, конечно же, не на него. Небольшой перерыв, отдыхаем, дорогие друзья. Продолжаем наблюдать за встречей башкирских распределительных тепловых сетей и команды «Уралец». 3-1 у нас зафиксировалось на табло именно такой счет после первого игрового отрезка. И вы знаете, несмотря на вот весь этот актив, так скажем, тепловых сетей, которые они предоставили в первом периоде, мы уже говорили ранее. Очень интересно, сколько в таком формате смогут продолжать играть тепловые сети. Но вот пока заряд батареи ихней ни на каплю останавливаться не собирается. По-прежнему они продолжают давление на Уральцы. Вы знаете, я все немного разбирался здесь, да, вот с третьим взятием. Но Баш РТС, пока у нас идет такая активная игра, и снова Матрёнин. Антон Сергеевич забивает вторую за уральца, это дубль. Ждем повторы. По-капитански поехал сразу тут же отдавать пятюню всему коллективу. Ну уж просто шедевр какой-то. Смотрите, Максимов заходит, да, и Матрёнов уже Матрёнин на добивании. Несмотря на то, что два защитника сразу находились. Взяли плотно его под опеку. Ну, разобрался как-то с ними Антон Сергеевич. Вот, легким броском воспользовался моментом, пока Вильданов не отошел, так скажем, после первого броска. Ну, очень интересные, насыщенные матчи.
перед плей-оффом нас ожидает. Да что ж такое-то, я не успеваю запротоколировать здесь даже и озвучить вам, кто вообще забросил. В периоде первом, как одна за другой буквально, сыпятся шайбы в ворота наших голкиперов. Чернов, Чернов здесь до шайбы не дотянулся. Но сделал это уже Даниил Матвеев. Итого, после первого игрового отрезка 2 взятия ворот за Альбертом Минигуловым в составе БашРТС, 1 шайба на счету Никиты Орлова, 1 забросил зауралец Антон Матрёнин в первом игровом отрезке. Сейчас автор взятия Даниил Матвеев, дубль пока у Минигулова и дубль у Антона Матрёнина. Первое удаление. А Никита Орлов ближайшие несколько минут проведет на скамейке штрафников. 4-2. На счет у нас. Небольшого количества проведенного времени. В целом в игре, да, сыграли только 22-я минута. Пошла встреча, уже 6 шайб. Я боюсь предположить, что будет дальше. Думаю, что к двузначным цифрам теории мы можем сегодня подойти, что в целом не так часто и бывает в башкирской хоккейной лиге. Так, Латыпов обратил внимание, что правый угол не до конца, так скажем, прикрыт у Ахунова. Направлял шайбу туда, но был не точен. Альберт Минигулов пошел за хэт-триком. Конечно, не согласен был с этим вратарь уральца, но момент был очень даже интересный. А вы знаете, обычно же игры БХЛ проходят по выходным, да, и хотелось бы отметить, что вот так, анализируя некоторые игры среди недели, как-то поактивнее процесс и поинтереснее, что ли, проходит. Или это в рамках подготовки к плей-оффу? Не было, бросал, Ахунов фиксирует. Болельщики присутствуют у нас в среду вечером. Чернов на точке вбрасывания от тепловых сетей. Оппонентом выступает Альберт Газизов. Снова не дотягивается до шайбы. Чернов на перехвате. Неплохо, но шайба все-таки пересекает 2 раза синюю линию. Положение вне игры. Знаете, темп, конечно, хороший, да, взяли команды, но я вот все-таки немного жду, что он, я думаю, предсказуемо немного подуспокоится, но просто физически в такой манере все 3 периода невозможно находиться. И вот мы сейчас видим, как некоторые отдельные игроки уже такого давления не выдерживают. Штанги, рикошет, ну это просто что-то невероятное происходит сейчас у нас на Уфа-арене. Бросал Макурин. Не попал. Мне очень нравится, как по ходу сезона набирала скорость и обороты команда распределительных тепловых сетей. И вот сейчас как-то мы видим, что они
близки все-таки к той физической форме, чтобы быть очень даже конкурентоспособными. В теории, возможно, и даже в тройке турнирной таблицы. Но на шестом месте идет Башар ТС, и поначалу не все удачно складывалось. Да, но с каждым разом, вот особенно обращаю внимание на последние игры, коллектив очень здорово прибавляет, и это приятно наблюдать. Вахитов под синюю. Там Харитонов, наброс на ворота Ахунова. И здесь обратите внимание, как Рустем и Александр Меркулов, да, общаются между собой. Ну как же так, говорит Ахунов. А Меркулов, ну почему ты... Во-первых, закрывал мне обзор, во-вторых, ну, не встретил, да, может быть, шайбу, может быть, в теории ты ожидал, конечно, Ахунов, что и... Да, здесь выставил ногу Александр Меркулов. Но Эдуарда Вахитова запишет это взятие ворот, насколько я правильно понимаю, потому что бросок от синего не был. Да. С передачи Эдуарда Вахитова Александр Харитонов, все верно. 5-2 за 8 минут. До окончания второго периода Чернов сам бросал и попытался выйти на добивание, сделать это не получилось. Длинная вертикальная передача под синюю линию. Поначалу показалось, что нет никого там. По крайней мере, из тех людей, которые могут как-то развить эту ситуацию. Но капитан команды Виталий Филатенков своевременно подключился. Так, игровой снаряд в зоне темных. В последнее время не часто мы его там видим. Давайте будем честны. Филатенков замыкает синюю линию у нас уже Вахитов. Так, игровому снаряду выйти не дает. Мини-голов. Бросок не точно. Филатенков поближе продвигает шайбу во владение Рустама Ахунова. Ну и последний ее накрывает своей амуницией. 5-2. Счет в этом матче. Очень активная игра с первых минут. И вот, как мы видим, уже уралец довольно тяжело справляется с этим давлением. В последнее время-то особо и в зону не заходили, даже они тепловых сетей. Вот, возможно, что-то сейчас придумают Астафьев. Илья Макулин прекрасный дриблинг нам демонстрирует. Вдвоем, по идее, могут убежать Астафьев и Газизов. Сейчас что-то здесь придумать. Ну и обращаю ваше внимание, что на своих местах находятся защитники и игроки тепловых сетей. Там вдвоем против четверых, конечно, особо-то сделать довольно сложно будет что-то придумать. Краснова. Попов. Что такое, говорят болельщики. Так, Ахунов. Ой-ой-ой, здесь приятное столкновение. Ахунов печатали в борт, ну и судья на этом фоне игру
останавливает нарушение правил. В коллективе тепловых сетей. Вы знаете, может быть, вот сейчас что-то нужно будет решать. Несмотря на вот это давление, да, которое оказывают тепловые сети. Мы говорили с вами о том, что неизвестно, насколько хватит этого запала у них. Мы говорили об этом в первом периоде и в начале, но уже концовка второго, 4 минуты, и по-прежнему плюс-минус темп примерно сохраняется. А в свою очередь уралец, мы видели только дубль от капитана команды Антона Сергеевича, и вот за хэт-триком попытался он пойти, и по-прежнему продолжает это делать Добань. Напомним. И, может быть, нужно действительно вот это большинство разыграть и попробовать оформить взятие, чтобы как-то немножко укрепиться в плане счета уральцу и как некую дополнительную мотивацию какую-то для себя извлечь Ахунов. Ну вот не часто, но все-таки мы видим, что атакует коллектив уральца, периодически напоминая Вадиму Вильданову, что они тоже сюда пришли не уступать этот матч. А минуту до окончания второго периода. Борьба возле закругленного борта. Шайба РТС. А вдвоем Мини-Голов и Филатенко оформляют это взятие. И уже уйдем мы, судя по всему, на второй перерыв со счетом 6-2. Не позавидуешь, конечно, уральцу. Смотрите, какую классную комбинацию разыграли. Мини-Голов. Филатенков на самом деле здесь, да, покатился чуть-чуть вперед. Для того, чтобы, во-первых, и Ахунову обзор закрыть, но и в теории до конца не понимал, возможно. Альберт Мини-Голов там сместился бы правее где-то уже. Филатенков на пятак поехал, чтобы там принять возможный игровой снаряд. Но Мини-Голов все сделал сам. Не потребовалась ему здесь помощь даже капитана команды тепловых сетей. И скажу я вам, что это хэт-трик уже Альберта Мини-Голова. 3 шайбы. Второй период завершен. Немножко отдохнем. Закрепился счет на табло после второго перерыва на матч распределительных тепловых сетей против депутатов Курултай собрания Республики Башкортостан. Очень активно по ходу первого периода, даже с первых минут этого периода начали тепловые сети
оказывает давление на своего соперника. И по-прежнему пока, на мое удивление, по крайней мере, темпом сбавлять они не собираются. Дубль на счету Антона Матрёнина, капитана команды «Уралец». Хэт-трик в составе Башар ТС у Альберта Минигулова. Также взятием ворот отличались Александр Харитонов, Даниил Матвеев и Никита Орлов. Оставил один гол на данный момент пока за собой. Неплохо. Под верхнюю перекладину целился Матрёнин. Но шайба пролетела выше пока. Чернова не так уж активно видно, но, по крайней мере, забивающим до сегодня. Позволю напомнить, что в прошлом матче он оформил хэт-трик за тепловые сети. Кузнецов. Олег Уральца. Вертикальный пас под синюю линию. Сергей Иванов, казалось бы, вот-вот устремится дальше в атаку, но пока нет. Полянский. Поперечный пас. Гаянов дальше на Миниголова. Филатенков. На Миниголова будет бросать уже Никита Орлов. Он сегодня забивал. От греха подальше Рустам Ахунов принимает решение. Пусть уж лучше начнем мы это мероприятие с точки вбрасывания. Смена звеньев. Коллективов. Газизов. (6-2), 8 шайб, но это не всегда такое количество взятий удается увидеть. В башкирской хоккейной лиге сейчас Денис Ахунов не дали, да, ему все-таки уже не дотянулся в концовке. Хотя все шансы были в дальний угол. Забросить Ахунову. Здесь снова бросок и снова на острие атаки Альберт Минигулов. По низу был этот бросок уже. Ахунов чисто выставил щиток на реакции. В качестве линейных арбитров мы видим, что и также на скамейке запасных помогает коллектив тепловых сетей. Ну, как бы да, конечно же. В свою зону здесь где-то можно посмотреть и подсказать арбитрам, конечно же. Не в их интересах, чтобы шайба поближе к Вильганову подходила. Максимов по диагонали Матрёнина. В зоне зашли. Вроде как чисто Матрёнин. По-моему, весь коллектив тепловых сетей решил обыграть Антон Сергеевич. Вот здесь Чернов, как раз таки про которого мы говорили, где шайба. Она в ловушке у Ахунова. Момент блестящий, конечно. Ахунов тащит, здорово. Ну и как там Андрей Чернов ускорился, да, словно ракета просто. Оторвался от преследования. Практически 1 на 1 вышел с Рустемом Ахуновым. Бросок был классный и мощный. Но Рустем оказался в той ситуации непреклонен. А видим мы с вами крупным планом как раз таки вратаря Уральца. И вот как видим, что в напряжении находится Рустем Ахунов. Как минимум. Просто колоссальное количество бросков и моментов создает темные. Здесь, конечно, в этом плане Рустему не позавидуешь однозначно. Миниголов.
Орлов. Миниголов находился рядом, но не стал ничего там предпринимать. Альберт, хотя в теории там, ну, может быть, немножко любит у нас, да, нападающие, когда вратарь зафиксировал, немножечко так подправить-то, а вдруг авось и там зайдет она все-таки. Так, а вот здесь подножка будет у нас или нет? Наверное, нет, потому что не владел шайбой Сергей Иванов, ну и как бы не было. Видно, что специально была сделана эта подножка, ничего опасного там в принципе не было. Частые сменки мы с вами наблюдаем, такой активный темп игры, конечно же, поддерживать довольно сложно. Акунов. Шаг перемещается поближе к владению Вадима Вильданова. Сегодня не так много у него работы во втором и третьем периоде. Наверное, тоже ничего особо хорошего в этом плане нету, потому что такой характер игры, он имеет свойство немножко расслаблять вратарей. А вот в нужный момент потом сконцентрироваться обратно довольно-таки непросто. Краснова слегка пользуется третьей точкой опоры в виде клюшки, но тем не менее хотелось бы отдать должное. Борьбу продолжает, постоянно кого-то из игроков она держит под контролем. В таких моментах даже. Полянский. Оля Макурина. Давлетова поджали к борту. Матрёнин набирает скорость, но пройти не удается через Минигулова. Долбань. Матрёнин. Чернов бросок по низу, Ахунов отражает, но по-прежнему шайба остается под контролем темных. Половина третьего периода позади, счет 6-2. Отыграть Уральцу 4 шайбы, конечно же, будет очень сложно под таким давлением тепловых сетей, но в теории возможно. Своей зоны Уралец шайбу вынести получается у них. И передача под синюю на Матрёнина была. Так, что здесь придумает Камиль Ахунов? Ну, неплохо, в принципе, бросок, да, Вильданов накрывает. Конечно же, может быть, на рикошете от Вильданова. Если бы кто-нибудь там доработал вторым темпом, была ситуация поинтереснее для уральца. Но все устраивает. Распределительные тепловые сети, они создали себе некое комфортное преимущество в плане счета. Уже практически в первом периоде и продолжает это делать. И снова Альберт Минигулов. Ну что за шедевр в очередной раз выписывает Альберт. Во-первых, это покер Минигулова. А во-вторых, давайте посмотрим еще раз. Здесь, по-моему, с неудобной руки фактически бросал он. Да, все верно. И в девяточку под перекладину организовывает Ахунова. Ну, просто что-то из разряда мастеров хоккея. Не ожидал Ахунов до последнего. Думал, что в дальний угол будет направляться шайба. 7-2 и... покер Альберта Минигулова.
Столкнулись два игрока из состава уральца. Неплохой бросок капитан команды Баш РТС Виталий Филатенко сейчас его производил. Конечно, жалко, нет статистики по броскам, но вот в теории очень много сегодня у РТС. И здесь отдельно поблагодарить надо Рустама Ахунова, да, что есть такой мастеровитый вратарь в составе уральцев, потому что корректно, правильно сказать, если бы не он, да, я не знаю. Ну, давайте представим, если бы просто поразмышляем с вами вместе, если немножко класса вратаря был бы поменьше у уральцев, то здесь не знаю, как бы складывалась эта игра, с каким счетом мы завершили этот матч. Но действительно, Ахунов делает много. Ахунов тащит, Ахунов выручает. И где-то даже, так скажем, коллектива уральца довольно много ошибок в плане обороны прощается за счет опытной игры вратаря команды депутатов Госсобрания Рустама Ахунова. Виктор Воздвиженский отправился на скамейку штрафников. 4,5 минуты, 7-2, 5 шайб. Разделяет коллективы. Долбань. Ну, надо реализовывать это большинство. Сейчас уральцы. Давайте посмотрим, смогут ли они это сделать. Меркулов штанга, да, по-моему, сейчас была. Неплохо. Начало есть. Матрёный разыгрывает. Максимов. Вступать в борьбу нет необходимости сейчас. Проще попытаться растянуть соперника. Латыпов на Матрёнина. Обратный пас. На Григория Долбань. Максимов. Выбрасывает шайбу Баш РТС. Время остается все меньше и меньше. Максимов. В зону зашли. Сразу с броском. От синей линии Вильганов берет шайбу под личный и индивидуальный контроль. 3 минуты 5 шайб. Ну, по 30 секунд на каждую. С учетом того, что крайние 2 минуты может пойти время чистое. Ну, не знаю. Можно сказать, что, я думаю, секунд через 40 мы приблизимся к тому, что невозможно будет уже отыграться уральцу. Но просто физически не хватит у них времени на такое количество шайб. Учитывая, что по ходу основного игрового времени, когда еще были силы, не на исходе. Там сегодня взятием ворота лишь отличался Антон Матрёнин, капитан команды. Как-то пытался подбодрить, да, свой коллектив по-капитански. Повести его вперед, показать, продемонстрировать, замотивировать. Но, несмотря на это, собраться с мыслями уральцу сегодня не удалось. Другое дело, что мы также отмечаем очень активную игру с первых минут распределительных тепловых сетей. Ну, как заведенные просто ракеты сегодня летали они по малой Уфа-арене. Ну, конечно, здесь Альберт Минигулов внес свой львиный вклад в результат этого матча. Забросил 4 шайбы, покер на счету Минигулова.
также Харитонов, Матвеев и Орлов забивали. Вот видите, как есть игроки, да, мастеровитые в составе тепловых сетей. В прошлом матче Чернов оформил хэт-трик, сегодня покер Минигулов. Ну просто представим, если по каким-то причинам Минигулов не принимал бы участие в этой встрече, то, возможно, эту роль мог бы на себя взять Андрей Чернов. Ну, что есть, то есть. Тарасов. И третья шайба. Радуется сейчас коллектив уральца. И вот смотрите, тройка, да. Вот это Газизов, Краснова и Тарасов. Все-таки обыграли здесь Кадала. Тарасов неудобный. Но тут уже на добивании. Газизов. Альберт все-таки заставил черную каучуковую таблетку пересечь синюю линию ворот коллектива распределительных тепловых сетей. 7-3, дорогие друзья. Окончен этот матч. Уверенная победа тепловых сетей. Уралец старались, но не достарались. Антон Матрёнин крупным планом на ваших экранах. Дубль сегодня на его счету. И также одна шайба на счету Альберта Газизова. Но этого было мало для того, чтобы опередить распределительные тепловые сети, которых мы поздравляем с победой. Готовимся к выходным, уважаемые болельщики. Будем смотреть за плей-ином, а через недельку начнем играть уже в формате плей-офф. Всего доброго, до новых встреч на хоккее. Услышимся с вами в выходные. Всем пока.
Сейчас будет.